Это сенсационное видео взорвало интернет, потому что девушки, накрытые платком, на самом деле смуглолицые. И песня в их исполнении не наша уральская, как можно было подумать, а свадебная африканская, коренного народа берберов. Дело происходит в Марокко, за тысячи километров от нас. И что самое поразительное, мотив «Как две капли воды» похож на древнерусский. Убедитесь сами. Изучив традиции берберов, эксперты пришли к ошеломляющему выводу. Традиционные признаки африканской культуры удивительно похожи на древнерусские. И, как выяснилось, наибольшее сходство в свадебных обрядах. Посмотрите, так выглядит современная берберская свадьба. В центре невеста. Лицо ее не случайно закрыто платком. Мало кто знает, что точно так же закрывали лицо древнерусской невесты. И современная фата – эхо тех давних традиций. Ведь с момента согласия на брак девушку считали невидимой для остальных. Наши предки верили, что нарушение этого обряда могло привлечь беду. Но как такое может быть? Как в России и в Африке могли возникнуть общие культурные традиции? Наиболее древним царством был древний Первый Рим, или Ветхий Рим. Столица этого древнего африканского царства была расположена недалеко от устья Нила. Впоследствии этот город стал называться Александрия. Столица царства была перенесена на Босфор, где возник город Йорос, расположенный на окраине современного Стамбула. Будем условно называть его Вторым Римом. Он же был евангельским Иерусалимом, античной Троей, средневековым Константинополем. Он же был средневековым Царьградом, он же современный турецкий город Стамбул. Кубыс – один из древних самобытных струнно-смычковых удмуртских музыкальных инструментов. О Йоросе мы ничего не знали. Более того, в наших работах предыдущих мы считали, что первоначальный Иерусалим был на том месте, где сейчас находится Стамбул, Царьград. Авторы новой хронологии Анатолий Фоменко и Глеб Носовский, изучив огромное количество средневековых географических карт и один из важнейших документов в истории человечества – Библию, обнаружили, что под названием Иерусалим в Новом Завете описан не современный Иерусалим в Израиле, а совсем другой город. Это Йорос, расположенный на азиатском берегу пролива Босфор. Он находится примерно в 30 километрах от старой центральной части современного Стамбула. Фоменко и Носовский обнаружили, что рядом именно с этим древним городом Йоросом находится знаменитая евангельская Голгофа, гора, на которой был распят Иисус Христос. Сегодня эту гору в Турции называют гора Юши или гора Бейкос. Исследования продолжались, и через некоторое время сюда приехал Глеб Носовский.
Здесь, на горе Юши, он увидел любопытную репродукцию старинной гравюры. На репродукции изображена гора Юши, а вдалеке на высоком холме виден какой-то старый город. Глеб Носовский решил посмотреть, что сейчас находится на этом холме. Согласно исследованиям авторов новой хронологии, это место хорошо подходило для расположения древнего Иерусалима. Но то, что ученый увидел, превзошло все ожидания. Нам в голову не могло прийти, что название Иерос, оно вот так прям откровенно написано. Мы думали, что какие-то развалины, как-то надо будет доказывать, искать какие-то доводы. И, может быть, это и не Иерусалим, может, нам только кажется. У нас не было уверенности. Но когда, конечно, мы увидели такое откровенное название, то тут стало все на свои места. В отличие от Константинополя, Йорос не сохранился до наших дней. Это разрушенный город. Его руины находятся на высоком холме у слияния пролива Босфор и Черного моря. У историков нет однозначного мнения по поводу даты постройки крепости. Кто-то считает, что крепость существовала еще в довизантийский период, а кто-то предполагает, что Йорос был построен в XII веке для защиты Константинополя от набега викингов. То, что в древности этот город называли Иерусалимом, совершенно очевидно. Ведь само слово «Йорос» или «Иерос», как называли крепость греки, это не что иное, как сокращенное название Иерусалима. До XVII века не только греки, но и русские произносили и писали Иерусалим через «о», то есть «Иеросолим». Также это слово пишется и в латинском языке – «Иеросолима». В русском языке писать и произносить Иерусалим через «у» стали только в XVII веке после церковной реформы патриарха Никона. Скорее всего, именно этот город и был первой столицей Византийской империи, которую в Средневековье называли Иудейским царством, а сам город называли по-гречески Иерос, а по-русски Иерусалим. А примерно через 300 лет Византийская империя решила построить новую столицу. Так, на противоположном берегу пролива Босфор появился Константинополь. От Йороса к нему перешли не только столичные функции, но и название Иерусалим.